Привет, друзья! Хочу рассказать вам о своем недавнем приключении, как я провел 15 суток в ИВС Жодино и Могилева. Начну заодно поделиться со всеми близкими, друзьями, кто обо мне беспокоился и поддерживал о том, что со мной происходило. Задержали меня 8 числа в Лебяжьем на чаепитие. То есть там собираются люди ежедневно на такие встречи. Ну и меня забрали просто с чаем в руках. Это еще было даже самое начало мероприятия, то есть там не было ни флагов, не было музыки, там, просто люди собрались и разливали чай, общались между собой. С нескольких сторон подъехали, там с одной стороны автозаки, с другой стороны бусы. Вышли ОМОНовцы, подошли к людям, начали говорить, что мы, конечно, все понимаем, что у вас тут соседская встреча. Что-то начали объяснять, и сразу же одновременно с этим начали паковать, задерживать людей. Я пытался отойти в сторону, на меня три сотрудника взяли меня под руки, под ноги, и потянули, понесли на руках в автозак. В автозаке в районе нас задержали 9 человек, и чуть больше в автозаке было ОМОНовцев. Это такие крепкие мужчины были, лет, может быть, по 37-40, то есть это не такая категория ОМОНа, которые там по 20-25, мало чего соображающие люди. Что примечательно, что они вообще за всю дорогу до РОВД ни разу не начали беседу, не начали там какие-то унижительные выражения в наш адрес употреблять. Никто нас не трогал. Более того, они просто большую часть времени вот так вот сидели, опустив глаза. Это было для меня достаточно удивительно, создавало впечатление либо того, что им не очень нравится то, что они делали или делают, или они были очень уставшие, потому что это был уже вечер. То есть могло быть, в принципе, и тот, и может быть, и тот, и другой вариант, потому что задерживать во дворах людей, родителей, которые просто стоят или общаются друг с другом, это что-то очень, по-моему, странное, и должно быть стыдно для ОМОНа, на мой взгляд. И поэтому такой вариант именно относительно этих ОМОНовцев я допускаю. Что касается других задержаний в тот же день, я буду много рассказывать не только еще про себя, но и про истории от людей, с которыми я общался в эти дни пребывания в заключении, потому что со многими там пообщался, многое узнавал и интересовался. Многих людей, конечно же, в бусах и в автозаках избивали. Обычно это, конечно же, зависело от того, при каких условиях был задержан человек, либо что при нем было найдено. Одного из парней избивали, били, а потом сказали: если ты признаешься на видео, что ты разукрашивал табакерки, то мы тебя бить не будем. И ему пришлось, он признался, они включили камеру, он там прямо в автозаке признался, что да, это я разукрашивал эти табакерки. И они его перестали действительно бить.
Такой случай был у одного из парней, с которыми я пересекался. Также одной группе ребят, их тоже задержали уже вечером на работе, им ставили ручкой, нарисовали на лбу метки, такие мишени. Значит, в автозаке они ехали в стаканах, таких маленьких помещениях, рассчитанных на 3 человек, их там было по 5, и было очень жарко, у них тек пот, и они, грубо говоря, взяли, просто стерли эти мишени, написанные ручкой, и потом, когда ОМОНовцы их уже вывозили в РОВД, выгружали, они увидели, что у ни у кого нету меток, начали кричать так, что мы здесь ставили метки, где кому. В итоге они многим ребятам выцарапали непишущей ручкой на лбу эти метки заново. И вот нас привезли в РОВД. Сразу же собрали все телефоны у всех, но по очереди каждому давали со своего телефона позвонить. То есть, в принципе, в этом РОВД была возможность каждому позвонить. У меня получилось поговорить по телефону даже 2 раза. То есть я сразу поговорил 1 раз, отдаю сотруднику телефон, он начинает звонить, и он мне дает поговорить еще раз. Вот, значит, но во многих других РОВД такой возможности у людей не было. То есть это в каждом РОВД по-своему. И вообще в каждой тюрьме может быть по-своему, в каждой камере впоследствии все может быть по-своему, в каждом кабинете РОВД тоже могут быть свои нюансы. Поэтому я стараюсь описывать разные сценарии, которые происходили и с другими людьми, но и со мной в том числе. Значит, этот же сотрудник, который давал позвонить, сказал прямо, что родственникам ехать к РОВД смысла нет, потому что передачи для нас ни теплые вещи, ни что-либо еще они не примут. И что, скорее всего, нас увезут в Жодино. Вот, то есть они прямо сразу нам заранее это все сказали. Вот, ну, в других РОВД, как вы знаете, ну, передачи иногда принимают. Вот, ну, здесь нас заранее предупредили, поэтому друзьям, которые меня много часов до 3 ночи ждали возле РОВД и пытались передавать мне что-то, я очень благодарен. Вот, но, к сожалению, это как не всегда оправдано. Так, водили в туалет нас, потом по очереди заполняли анкету. То есть сотрудники нам говорили, что какая-то анкета чисто для статистики. Вот, там были вопросы, откуда мы узнаем про акции, в скольких акциях участвовали. То есть, ну, на такие вопросы я, в принципе, рекомендовал бы все равно не отвечать. То есть можно, я говорил там, что не хочу отвечать на этот вопрос, ну и он так себе и помечал, никаких проблем с этим не было. Потом он включал камеру, на камеру мы должны были, я каждый говорил фамилию, имя, отчество, год рождения и время, место, где мы были задержаны. Вот этот последний момент очень интересен, потому что следователи делали примерно то же самое. То есть в этом РОВД, не знаю, насколько это распространенная практика, но в этом РОВД протокол составляли, точнее вот эти основные данные протокола о том, где и во сколько тебя задержали, составляли на основании твоих слов, а не слов каких-то сотрудников, которые тебя задерживали или которые якобы были свидетелями. Вот. Поэтому
возможно, это делалось для того, чтобы на суде, я так понимаю, дело не развалилось, когда там сотрудники написали, что ты был задержан там в Уручье, а ты задержан совершенно, фактически был в это время в другом конце города, и у тебя даже есть какие-то подтверждения этому, то очевидно, что ну, бывали случаи, когда вот такие ситуации вынуждали судью отправлять дело на доработку. То вот, видимо, чтобы избежать таких ситуаций, РОВД начали практиковать вот новый подход, когда ты сам, в принципе, говоришь им, где тебя задержали, и они, соответственно, это и пишут. Поэтому, возможно, имеет смысл не говорить самому сотрудникам эти данные. В РОВД в тот день были люди, которых задержали еще во время дневного марша. То есть и в некоторых РОВД в конечном счете люди стояли, их заставляли стоять возле стены по 12 часов. То есть люди, которые вот простояли 12 часов возле стены, еще с различными ограничениями, там руки на стену или еще что-нибудь, говорили, конечно, что вот стоять, долго стоять и избиение – это одни из самых жестких и неприятных моментов за время всех там 15 этих 2 недель задержаний. Вот. В нашем случае, в нашем РОВД людей с дневной акцией не ставили возле стены, они сидели в стакане так называемом. Это такое помещение 5 на 5 метров. Потом нас повели снимать отпечатки пальцев и делали фотографии. Значит, фотографии делали не просто профиль фас, а с 8 сторон. Я так понимаю, что это делалось для вот этой системы наблюдения или распознавания лиц, в которой, как я слышал, пользуются сотрудники в этом году. Вот. И для наполнения базы они делают фотографии протестующих, чтобы можно было распознавать их по видео. Это, кстати, делал, по-моему, это происходило в отделе уголовного розыска. Вот. Так что, видимо, они таким образом вычисляли, находили и пытались находить людей, использовать эти фотографии для того, чтобы находить людей, которые активны на маршах. После этого нас начали водить по одному к следователям. Значит, следователи были такие дружелюбные, пытались начинать разговор такой, якобы в неформальной обстановке, но я от такого общения дистанцировался, сказал, что я бы не против поговорить, но лучше, не совсем, такие условия, в которых мы сейчас находимся, не очень подходящие для продуктивной беседы, поэтому давайте лучше по существу. Вот. Тут примечательно, что они сказали, что вот, потом будете писать в своих телеграммах, какие плохие сотрудники. Вот. Я им ответил, что про разных сотрудников пишут разное, и в телеграме пишут много хорошего. Я встречал, по крайней мере, много хорошего о также сотрудниках МВД. Все зависит от того, что кто делает. Вот. Они составили протокол, изъяли смартфон, значит, забрали телефон. Про телефон. Я не знал, что телефоны изымаются в залог. Залог штрафа, который тебе могут дать. Значит, здесь такой момент, вот я сейчас освободился, и мне для того, чтобы забрать телефон свой из РОВД, нужно пройти целый квест, потому что нужно
постановление и решение суда или копия, которую мне никто не дал. Нужна справка о том, что я находился, что я отбыл наказание ВВС, чего у меня тоже нету. Также нужны квитанции об оплате проживания, питания в ВВС, которых у меня тоже нету. То есть суд, который меня судил, это был Солигорский суд. То есть если мне не пришлют сейчас эту копию решения, то мне нужно ехать в Солигорск, ехать в Могилев, ехать в Жодино для того, чтобы просто забрать свой телефон и оплатить питание. При этом интересно, что, как я понимаю, в решении суда, как я видел уже у ребят, которые получали копии, что там написано о том, что с ваших изъятых вещей снимается арест. То есть, по идее, одного решения суда, то есть копии постановления, достаточно для того, чтобы забрать телефон. Но законы у нас здесь работают вот так. По крайней мере, мне по телефону сказали, что без вот этих дополнительных бумажек мне не отдадут телефон. Так вот, да, они всячески создают какие-то неудобства, трудности для людей, либо чтобы они там бросали. Многие люди, впоследствии в камере общались, многие люди решали не забирать свой телефон, вот, и не ходить туда в РОВД. Вот. Но мне нужно забрать, потому что там у меня интернет-банкинг привязан, у меня там рабочие мои вопросы, контакты важных мне людей, поэтому я телефон свой забирать планирую. Касательно телефонов еще, значит, когда людей задерживают, некоторых просят разблокировать телефон и смотрят галерею. То есть были ли там фотографии с маршей или не было. Вот. Я сам был свидетелем в тот же самый день, во время дневного марша, когда людей отпускали, если у них не было чего-то такого. Но такое практикуется не всегда, скорее в конце марша и в каких-то оживленных местах, где много случайных людей. Они периодически арестовывают людей, не участвующих в маршах, и вот чтобы уменьшить это их количество, они проверяют телефоны. Или проверяют телефоны уже в часто проверяют телефоны уже в бусах или в автозаках. Вот, то есть сразу завели людей, потом там проверили телефоны. Вот. У некоторых проверяли телефоны, в некоторых РОВД. Вот. Парень рассказывал историю, что его друг там поставил пароли на все, что можно было, и говорит, вот если меня будут требовать разблокировать, я им скажу как бы ни за что. Вот. Ну и вот этот парень один разблокировал, а его друг отказался. И вот они увели его из этого помещения, через 5 минут привели, все лицо в крови и телефон разблокировали. Вот. И поэтому... Но со мной в камере тоже сидел парень, которого тоже требовали разблокировать телефон. Он сказал, как бы нет, несколько раз им отказал, они его там в плечо толкнули, ну и отдали ему телефон, и никто его не трогал и не бил. Ну и по кнопочному телефону, значит, который вот сейчас мода пошла на то, чтобы ходить с кнопочным телефоном на марше, то для ОМОНа вот это стопроцентный показатель того, что ты участник акции. То есть, если у тебя кнопочный телефон, то значит ты пришел на митинг. Вот это тоже нужно учитывать. Значит, потом нас завели в стакан. В стакане уже были... Стакан — это такое помещение 5 на 5 метров, нету окна, вентиляция была запенена. То есть они ее взяли, просто запенили. Находилось там порядка до 20 человек. До 20 человек, и многие из них попали туда еще днем. Вот, то есть по 12 часов там люди сидят без воздуха, без воды,
по стенам течет вода, прям струйкой весь пол, лужи воды. Это конденсат от дыхания. Мест сидячих мало, причем половина места для сидения это не так вот, что ты можешь полностью сесть, а можешь только как бы полустоя прислониться. Такая вот маленькая узкие лавочки, но при этом как бы мокрые. Вот. Там же у нас в стакане был парень, у которого были остаток метки. Ему на куртке красной краской нарисовали. Куртку он где-то снял там в туалете, выкинул, я так понял, но на штанах метка осталась. Вот, и он в РУВД его там где-то в бумагах пометили, и потом, когда нас впоследствии всех повезли в Жодино, его перед этим пришли и от нас забрали. То есть в Жодино, вероятно, он с нами не поехал, по крайней мере, в нашем автозаке его не было. Ну и я думаю, что он по какому-то другому сценарию пошел. Вот его судьбу пока не знаю. И фамилию и имя, к сожалению, вот вылетело из головы. Честно говоря, как только я освободился, я прям заметил, что мозг очень быстро выбрасывает из памяти многих людей, события. То есть, поэтому я вот сейчас, насколько смогу, настолько вам вот все расскажу, потому что еще, наверное, неделька, и я буду помнить только основные вещи. Значит, да, людям ставят метки либо за сопротивление сотрудникам какой-то. Этот парень, он говорит, что рядом с ним там избивали какого-то подростка, губопиковцы, и он решил, ну, он не смог, я говорю, я просто не мог пройти уже мимо, вот, и я решил его оттуда вытянуть, ну, и получил, и плюс еще получил метку. Метка значит, что уже впоследствии везде, вероятно, и в РОВД, и потом в ИВС, ты будешь в каких-то других условиях, не так, как большинство задержанных. За сопротивление, значит, за метку могут поставить за, например, флаг. То есть, если у тебя флаг найдут в вещах, это уже может быть для некоторых сотрудников основанием для того, чтобы тебя как-то особо пометить. Метки за газовые баллончики и метки в нашем РОВД я слышал за шипы. Вот то, с чем я сталкивался, вот причины, по которым людям ставят метки и их избивают. Вот. Значит, мы просидели в стакане, наверное, может быть, часа 3 вот в этом помещении. У меня была с собой маленькая бутылочка воды, и ее я сразу же поделился с ребятами, как раз которые там уже по 12 часов сидели до меня. 9 часов сидели до меня. Вот. Поэтому потом нас повезли в Жодино. Нас погрузили в автозаке. Значит, я сразу сел, где-то меня посадили возле входа. Я так расслабленно что-то там улыбался. Вот, что очень не понравилось сотруднику, и он пересадил меня в конец автозака на пол. Значит, тут можно сказать, что ОМОНовцы боятся. То есть, конечно, 30 там заключенных и 4 ОМОНовца сопровождающих, для них это достаточно страшно. Вот, и поэтому каких-то людей, которые им кажутся более опасными, они садят на землю в конец. То есть вот мне, чтобы, как я понимаю их логику, мне, чтобы на него там напасть, надо будет встать там в конце, как-то по головам через людей пройти, и это позволит ему подготовиться, и так он себя чувствует более безопасно.
Вот поэтому многие люди ехали на полу, на холодном и многими местами железном. Вот, а многие ехали на сиденьях. Значит, у сотрудников такая, что в автозаках, что в ВВС, особенно в начале, стратегия запугивания. То есть они стараются максимально запугать, накричать, склонить, чтобы вы там головы опустили, никуда не поднимали глаза. То есть они подавливают, давят людей. И когда уже чувствуют, что они все хорошо контролируют, тогда они могут там что-то открыть окно, там, ответить на какой-то вопрос. Иногда в каком-то автозаке у нас получилось долго даже с ними общаться. И один из сотрудников в одном автозаке давал людям позвонить. Причем, видите, со своего телефона и номера. Вот, то есть он, как вы понимаете, не боялся Дианона. Ну, таких сотрудников немного. Но про это я еще скажу отдельно. Значит, привезли в Жодино. Сразу же на входе там такие узкие, по-моему, полуподземные коридоры. Значит, в узком таком коридорчике на земле лежит флаг. То есть каждому, чтобы пройти, нужно пройти по флагу бело-красно-белому. И такой же флаг лежал в кабинете досмотра личного. Люди, которые пытаются его переступить, на них начинают там кричать, и они вообще кричат так постоянно, там, как только люди, кто-то замешкался, они сразу: иди давай по этому своему говнофлагу, там, ну вот такое что-то очень резкое, жесткое. Значит, при нас никого не избивали за то, что они там пытались перепрыгнуть, там как-то обойти. Одну группу людей, из которой многие перепрыгивали через флаг, их заставили впоследствии идти до камеры гусиным шагом. Для многих это было очень сложно, и это идти, я так понимаю, пришлось порядка минут 15. Вот, такие у них там, скажем, приколы. Следует заметить, что я впоследствии тоже со многими обсуждал этот момент в камере. Многие задержанные не видят ничего плохого в том, чтобы пройти по флагу. То есть не для многих белорусов, не для большинства белорусов национальный флаг, к сожалению, имеет такую ценность. Вот. Люди говорят, что мы сражаемся с Лукашенко, как бы флаг это вообще дело третье. Еще в автозаке было несколько руководителей предприятий, и вот один из них заинтересовал ОМОНовцев, они его вывели, и, как я понял, и как он тоже, что намекали на взятку, чтобы он им как бы откупился. Ну, тут такая ситуация, он, конечно же, на такое ничего не реагировал, ну и при этом уже впоследствии более близких знакомств с этой системой и с сотрудниками, понятно, что даже если бы он как-то организовал какие-то деньги, его все равно бы не выпустили. Ну и вот нас досмотрели, выдали каждому по марлевой повязке. Стоит сказать, что это была единственная маска, которую выдали заключенным на протяжении всех последующих 2 недели. Значит, но про коронавирус я еще потом отдельно расскажу. Значит, выдали маски и распределили по камерам. В моей камере, рассчитанной на 8 человек, было 24. То есть одно место на 3 человек. При этом матрасы нам не выдали.
Матрасов нет, одеял нет, ничего нету, ты просто есть железные нары, но они даже не просто там ровные железные, а такие дыры, которые, металл, который упирается тебе в кости, в тело, так, что через день уже лежать становится неудобно и болезненно на любом боку. Матрас мне привезли нас в Жодино в 6 утра понедельника. Матрасы нам выдали в четверг. Вот, то есть 3 полных дня мы были без матрасов. Мы были без матрасов, спали по вдвоем, спали на бетонном полу, значит, по 2 человека на одной вот этой постели, так вот подобрав под себя ноги, чтобы один на другой мог поместиться без возможности их вытянуть. Вот, они затекали, то есть ты спишь несколько часов, потом менялись друг с другом, как бы, при этом свет там не выключается, он в Жодино, он горит круглосуточно. Вот, людей очень много, большинство не может спать, кто-то общается, кислорода совершенно не хватает. Там в Жодино окна не открываются до конца, ну, по крайней мере, в тех камерах, где я сидел, окна не открываются, они просто приоткрываются как бы на проветривание. Вот, и поэтому кислорода не хватает. Место возле окна – это такое, в него надо занимать очередь. То есть люди по порядку подходили к этому окошку приоткрытому, чтобы подышать там воздухом. Спали на полу, на лавках, на столе и вот на этих металлических нарах. Питание. Значит, нас там не кормили в воскресенье. Ну, конечно же, в РОВД никто ничего не ел. Понедельник нас не кормили полностью. Во вторник вечером в нашу камеру принесли 2 буханки хлеба. То есть 2 хлеба на... Тогда было уже, кстати, не 24, а поменьше, по-моему, 16 человек. То есть потихонечку от нас людей забирали. Но 2 буханки хлеба за 2 дня на 16 человек, это, ну, как бы сами понимаете. В среду с обеда или завтрака, вот не помню, нас начали кормить. По поводу питания еще. Значит, я вегетарианец, но, скажу так, проблемы не было. В обед обычно там суп на чем-то мясном, хоть те, кто кушает мясо, там его не замечают, но как бы вот обед обычно я не кушал, завтрак это каша там овсяная, перловая, пшенка, рис, то есть вариантов каши достаточно много. Вечером гречка чаще была, это из Жодина, Могилев, я сейчас обобщаю. В Жодино еще есть знаменитый пикус, который кушает, наверное, только один там из 20 человек. Вот. Но, в принципе, если тебя кормят, то еда более-менее нормальная. Несмотря на то, что нас не кормили несколько дней, деньги у тебя, конечно же, берутся. Более того, в тот день, когда мы переезжали из Жодина в Могилев, нас никто не кормил, но деньги за питание взяли и Жодина, и Могилев. Вот такой нюанс тоже был. Значит, в нашей камере были больные люди. Один парень, он просто все время лежал, он даже не встал, даже кушать не вставал. Вот, ему было очень плохо, не один день. И был дедушка, которому нужно было делать уколы, какие-то очень важные и очень дорогие. Вот, и мы всей камерой периодически старались достучаться до дежурных, чтобы прислали или чтобы пришел к нам доктор. Врач в Жодино за неделю до субботы
до субботы так ни разу к нам и не пришел. Вот. Вообще в Жодино, чтобы дежурные или сотрудники делают все возможное, чтобы вы не обращались вообще к ним. То есть там есть такой звоночек, можно позвонить, и дежурный должен прийти, что там узнать, что вы хотите. Но когда ты называешь этот звоночек, значит, есть две такие наиболее распространенные реакции. Первая реакция – это, говорят, кричат, ты слышишь, нажимаешь на звонок и слышишь оттуда откуда-то издалека крик, типа там «ожидайте». Все, если этот сотрудник где-то рядом, он может подойти, спросить, там, что надо, ты скажешь, нужен врач, ожидайте. Вот этот вот ожидайте ответ на любые запросы. У нас несколько дней не было, нам не давали мыло, несколько дней не давали туалетную бумагу. На все запросы, матрасы или что-то еще нужно, если ожидайте. Вот. Это первый ответ. Второй ответ, это распространенный тоже достаточно. Это типа, ну, примерно так. Ты нажимаешь на кнопку. Я сейчас тебе этот палец в жопу засуну. Кто звонит? Типа, вот. Такие вот крики, претензии на то, что ты просто там с каким-то вопросом или запросом к ним обратиться хочешь. Мы написали, у нас в какой-то из дней появилась ручка, вот, мы решили, да, письменных принадлежностей нету, не было бумаги, нету, мы какой-то кусочек, не помню там чего, то ли картонки от чего-то, в общем, то ли газеты, не газеты, а какой-то страницы книги, с одной стороны она была пустая практически, а с другой там был какой-то текст. Ну, не суть, у нас появилась ручка, и мы решили написать вместе заявление, тоже было вот после суда, о том, чтобы нас ознакомились с постановлением суда. Ну и, как я говорил, это постановление, в принципе, очень важно, потому что телефоны или там изъятые вещи будут отдавать нас после того, как на основании постановления. Поэтому мы написали заявление, чтобы нам выдали или ознакомили с постановлением. При этом судья, как это вводится, говорит, что вы можете обжаловать решение в 5-дневный срок. 5 дней ты находишься в этом СИЗО. Ну и, соответственно, для того, чтобы как-то обжаловать или что-то, нужно вначале хотя бы получить документы, что там решение, какое официальное относительно вас было принято, чтобы его обжаловать. И вот мы написали это заявление, всей камеры подписали, жмем как бы в звоночек, привлекает этот дежурный, мы ему говорим, вот хотим передать заявление начальству, он засмеялся и газовым баллончиком нам в камеру пшикнул. Вот, так что сотрудники там в Жодино достаточно недружелюбные, скажем так, но все зависит тоже от человека. Был там, более того, один парень, которого так называли, ну, часть людей он называла Мишей, якобы он нам так представился, часть людей называли его Олежей, такой сотрудник, он ходил все время в балаклаве, всегда кричал матом. Одни ребята рассказывали из одной камеры, что одного из их сокамерников он избивал. Вот, такой. Но вообще везде, в принципе везде, что в РОВД, что в Жодино, что в Могилеве, были сотрудники, которые однозначно против Лукашенко и очень ясно давали это понять, по крайней мере нам, задержанным. Как у них там внутри коллектива идут отношения, мне сказать сложно, я, может, потом еще пару ремарочек на эту тему сделаю, но ты прям видишь, что люди стараются использовать свое служебное положение для того, чтобы вот реально помогать задержанным и заключенным. Вот. С одной стороны, это, конечно, приятно и похвально, с другой стороны, ну, мне сложно понять
логику, зачем. Мне кажется, лучше бы они там не работали, чем помогали этой системе функционировать и всему этому механизму работать. В нашей камере не было ни одной передачи. Не было ни одной передачи. И опять же стоит заметить, что в некоторых камерах атмосфера и отношение к ним было совершенно, могло быть и другим. То есть некоторым людям передавали там даже настольные игры, там, потому что у нас ребята шашки там из хлеба лепили, кому-то просто дали шашки, домино, там еще что-то. То есть в некоторых камерах люди сидели без каких-либо репрессий со стороны администрации. То есть каких-либо причин, почему вот других могут и баллончиками в камеру пшикать, не удалось мне проследить. Более того, там очень много беспорядка и отсутствия логики и в поведении сотрудников, и вообще в организации всего. То есть, потому что, там, почему одному человеку там дают 15 суток, а другому штраф, хотя там у одного, там, не знаю, может быть вообще многодетная семья, или ребенок болеет, или у кого-то, а другим нет, сложно. Или почему там из твоей камеры одного человека забрали, поменяли с другим, сложно понять. Значит, уровень самих этих сотрудников, такой, постоянно ругаются матом, значит, списки составляют с ошибками, они даже в течение дня 3-4 раза могут прийти, составлять список, кто тут у вас в камере сидит, и при этом все равно потом его где-то теряют, приходят, пишут заново, переписывают, и все равно ты постоянно слышишь, как на коридоре кто-нибудь из них стоит и кричит там какую-то фамилию, ждет, что он отзовется с какой-нибудь камеры, потому что он не знает, в какой он камере находится. Ну и во время составления этих списков один из этих сотрудников тоже им надо было написать Олег, и он пишет Олег. То есть, ребята, скажем так, с образованием там у многих не ладится. При этом нужно сказать о том, что по всему коридору везде разбросаны личные вещи. Людей перемещают из камеры в камеру, эти вещи теряются. Был случай, когда там кто-то из сотрудников запсиховал, там просто случайный пакет взял, кинул об стену, разорвался. Мне в этом плане повезло, потому что у меня был рюкзак, и я вещи свои все время закидывал туда в рюкзак, и которые в РУВД вещи, там описанные, тоже туда в рюкзак, и в тюрьме, которые отдельно забирали, тоже. То есть все, даже бумаги из РУВД мне давали там копии описи, возможно, даже копию протокола, потому что я помню, там 2 бумаги было. То есть они все ложили в рюкзак, и мои вещи не особо терялись, и рюкзак приметный. То есть когда меня переводили из одной камеры в другую, я просил их, говорю, давайте со мной сразу и рюкзак мой заберем, чтобы он потом не потерялся, потому что там все время слышишь из камеры, как они там пытаются какие-нибудь вещи найти, или кто-то говорит им, что потерял вещи. А в конце, еще потом, когда уже переезжали в Могилев, вещи людей, которых не ходили, не могли найти, сотрудники открывали какую-то комнату, и там в этой комнате просто весь пол усыпан вещами, отдельные просто на столе лежат ключи, где-то какой-то разорванный пакет, людям давали иногда возможность порыться, чтобы что-то свое найти, но тем не менее в Могилеве у меня в камере сидел человек, которого и документы, то есть паспорт, и многие личные вещи так и не нашлись. То есть они где-то в Жодино там застряли, в Могилев не переехали, и он сейчас их пытается
найти после освобождения. Значит, что еще рассказать про сотрудников сразу и про беспорядок? Значит, кражи. Из личных вещей, вот я говорил, что мои вещи были в рюкзаке, кошелек я вообще положил на самое дно, то есть для того, чтобы до него там добраться, это нужно было, кошелек сам был в файле, то есть сверху были там перчатки, теплые, шарф, там вот какая-то, короче, вещи. Нужно было все это достать, найти файл, достать кошелек. Из кошелька они украли 100 рублей у меня. У некоторых людей, я знаю точно, еще украли по 100 рублей, но у большинства доставали там по 10, 20, 15 рублей. Многие вещи же, которые у тебя были просто в кармане, они все это в пакетик такой тонкий у людей там складывали, как от мусорного. И вот я говорил, что на коридоре там могли вещи валяться просто просто на полу, потому что они разрывали эти пакеты, то есть там прозрачно просвечиваются чьи-то деньги, то есть сотрудники могли вот так его разорвать, достать эти деньги, а потом какие-то вещи вот так выпадали, когда этот пакет где-нибудь кто-нибудь переносит, то есть оттуда ключи выпадут, вот, или еще что-то, вот, которое потом они закидывают в ту комнату, вот, про которую я говорил, где просто все валяется, непонятно чье. Вот, так что при этом опись, вот у меня украли эти деньги, опись, которая была в этом рюкзаке, где была копия описи, они просто ее выкинули, я так понимаю, потому что в Могилев она не приехала. В Могилеве впоследствии сотрудники удивлялись, так а что, у вас не описывали, что ли, раз вы говорите, что у вас украли? Я говорю, ну описывали, но вот у вас же должна быть где-то в документах моих опись. Как бы, ну, у них ничего не было. Вот, вообще там всячески культивируется и поддерживается вот этот режим беззакония. То есть, если когда ты попал вот в эту тюремную машину, тебе всячески с самого начала дают понять, что ты как бы никто. Вот, и в принципе каких-то способов сопротивляться этому беззаконию я пока не нашел. Ну, то есть мне сложно понять. Потому что бы они там ни делали, ну, какой может быть эффективный протест против этого, ну, пока не знаю, сложно сказать. Немного расскажу о том, какие люди сидят среди задержанных в камерах. Я в конечном счете сидел в 4 камерах за это время, то есть пересекся примерно с 70 людьми. Вот, что здесь можно интересного сказать? Значит, в некоторых камерах я даже делали такие соцопросы. Значит, статистика примерно такая. 2 человека из 20, 2 человека из 20 без высшего образования. Все остальные с высшим образованием. Это вот. При этом один из этих 20 это будет какой-нибудь студент, и один рабочий или водитель, там, ну, вот такие рабочие. Но очень много айтишников. Айтишники, там, инженеры. Вот. Но айтишников, конечно, абсолютно большинство было во всех, ну, камерах относительно других профессий. Что еще здесь? Достаток, конечно, выше среднего. Из общения легко понять, что люди зарабатывают, ну, выше среднего. Абсолютное большинство заключенных там. Доход выше среднего. Люди путешествующие обычно там. Не в нескольких камерах и от разных людей. Я слышал там про Канары, там какие-то, ну, в общем, бедных людей там достаточно мало. Но при этом, вот, несмотря на то, что люди образованные,
богатые. Почему-то в некоторых камерах можно услышать много мата. Не знаю, может быть, это связано со стрессом, и люди как-то подсознательно пытаются реализоваться или занять какое-то свое место в социуме, в обществе через матерную речь. Ну, здесь я не знаю, но вот этим я удивлен. И удивлен еще тем, что очень мало белорусскомовных. То есть из этих 70 человек, с которыми я пересекся, 3 белорусскомовных было. То есть 3 белорусскомовных человека в оппозиционной среде, это достаточно странно. Ну, при этом я скажу, что, конечно, отношение людей к белорусской мове положительное. Вот здесь вопросов нет. Дальше про суд расскажу в нескольких словах. Значит, суд происходил на территории самой тюрьмы. Приехали, в моем случае это были, в тот день приехали судьи из Солигорска. Значит, 3 судьи давали всем сутки. Здесь в моем случае они зачитали обвинение, что участвовал там в шествии между 2 домами, там 125-м, 127-м домом. Там еще что-то, я им говорю, что, ну, ребят, вот как вы представляете себе шествие между 2 домами? Вот, говорю, меня забрали с чашкой чая в руках, там не было никаких ни флагов, то есть это даже не был митинг, по сути. Вот, ну это все, конечно же, бесполезно, там то же самое касается и адвоката, то есть и людям с адвокатом, и без адвоката, то есть тут все получали сутки. Вот, один из парней получил 8 суток, это было в тот день, ну, самый маленький срок. При этом судья нам говорил, при этом судья выходила из кабинета, подходила к другому судье, потому что в то время тоже был там суд, и был парень тоже из нашей камеры. Вот, подходила к другому судье и спросила, типа, какой у нас сегодня минимальный срок. То есть один из судей, как вот мне рассказывали сокамерники, якобы говорил другому о том, какие минимально наказания сегодня, в этот день, нужно давать людям. Вот, кстати, это был единственный человек, кому дали 8 суток в нашей камере. При этом он, непонятно почему, то есть, как я уже выше говорил, логики здесь вообще практически в большинстве процессов, происходящих там, логики не найти. Вот, то есть, потому что был человек у нас там, у которого было там разрешение на работу от охраны, службы охраны президента, или как это называется, служба безопасности президента. Вот, были директора компаний, были родители многодетных семей, были больные люди, был мужчина, у которого на этой неделе должны были быть и свадьба дочки, и день рождения матери. Вот, но им были там по 10, 12, 15 суток давали, а вот одному мужчине по непонятным причинам, без уважительных, скажем так, каких-то аргументов дали 8 суток. Ну, то есть логику, мы объяснили для себя в камере, но это просто личной симпатией. При этом она, кстати, в этом случае сразу не дала никакой информации, просто выслушала и отправили в камеру. Потом через несколько часов его опять вызвали, и она ему сказала, что вот ему 8 суток. То есть по каким-то причинам ему дали меньше. Вот. Ну, логика здесь не всегда прослеживается.
Значит, и еще ребята некоторые рассказывали о том, что видели, что на некоторых протоколах в суде карандашом было написано арест или штраф. Есть предположение, что это якобы следователи ставили еще на этапе начала процесса такие пометки. Вот. Значит, у меня в итоге суд этот занял минуты 4, 15 суток. Свидетелей там никаких не было. Был только судья и ее помощница. И я так понял, в деле там были какие-то свидетели, фигурировали, потому что судья меня просто спросил, знаете ли вы такую-то, такую-то фамилию. Я сказал, первый раз слышу. Он говорит, ну хорошо. Вот, задавал какие-то уточняющие вопросы. Значит, я сказал, что я в мероприятии участвовал, вот, но вины не признаю. Он спрашивал, какие цели, какая цель была этих встреч. Ну, я говорю, какая бы ни была цель, хоть и даже если политическая, то я все равно не вижу в этом никакого нарушения законодательства. Мирные собрания у нас, как вы знаете, друзья, гарантированы Конституцией. Вот. Ну, никто вас с этого права лишить не может. А то собрание было исключительно мирное. Как я говорил, вообще в том случае, в нашем случае, это даже люди еще флагов даже не достали. Вот. Ну, да, 15 суток. И увели в камеру. Потом еще несколько дней, и меня, ну и еще других некоторых сокамерников, кто получил самые максимальные сроки, от 12 до 15 суток, вот, повезли в Могилев. Так, когда повезли в Могилев, мы, конечно, немного удивились контрасту с сотрудниками, потому что нас собрал был, наверное, может, начальник начальник тюрьмы. Сразу сказал, что вот, ребята, мы вас как бы не очень ждали, вот, но они пока пытались показать, что постараются сделать, чтобы у нас все было в порядке, вот, хоть они к этому не были готовы. Ну и должен сказать, что действительно в Могилеве, особенно на контрасте с Жодином, был порядок. Что это значит? Сотрудники действовали в рамках как бы законодательства, условия были, там все по времени соблюдено, все, что можно было все, что можно было заключенным, не ограничивали. Вот, то есть такой классический режим ИВС там поддерживался. И сотрудники не жестили. Мы, конечно, особенно после того, когда ты там спал в Жодино по очереди там, или по 3 человека на месте, то есть на одной наре, то здесь у каждого было свое спальное место, выдали матрасы, даже одеяло, простыни, то есть полотенца, было мыло, там, ну, все как должно быть. Кормили четко по времени, каждое утро проверки, где можно было начальству какой-то средней или даже самой периодически и самой высокой ступени можно было высказать свои пожелания, предложения, претензии. Вот. У нас была только одна претензия. В общем-то, там на этаже было, как я впоследствии узнал, несколько камер, в которых было очень холодно. Мы думали, что во всех, но, оказывается, у нас была одна из немногих камер, где действительно было очень холодно. Там было холодно, и мы практически первое время каждый день по несколько раз говорили об этом начальству. Был начальник у нас тюрьмы, когда в камере, мы ему говорим, ребята, ну вот у нас
очень холодно, это единственная, как бы, жалоба. Он подошел к батарее, мы говорим, батарейка холодная, подошел к батарее, дотронулся, говорит, о, это ж не холодная. Холодная — это когда от нее холодом веет, а эта батарея летняя. Вот, то есть мы говорим, у нас люди болеют. Он говорит, ну если болеете, то открывайте окно и пейте теплую воду. Ну, понятно, что такое как бы, ну, юморок, потому что теплой воды там нету, окно открываешь, конечно, но очень же холодно, надолго не откроешь. Одна стена там полностью текла круглосуточно. То есть она была очень холодная, конденсат собирался и стекал вниз. Мы ее каждый день протирали, но как бы эффективности от этого было немного. Постоянно пытались проветривать, мерзли. Значит, по болезни, то в камере из 18 человек, у нас было 18 человек, в камере переболели 12. Вот, один из людей у нас не чувствовал запахов, не чувствовал вкусов. Могу сразу тогда, уже раз я этот вопрос затронул, то потом в конце, уже перед освобождением, меня должны были выпускать попозже. И всех, кого выпускали вечером или ночью, у нас потом собрали оставшихся в одной камере. А днем, кто был задержан, основная часть днем на марше, там, их вы должны были выпустить днем. Вот их выпустили днем, а вечером я смог пересечься с остатками людей из каждой камеры. Так вот, в каждой камере со всеми, с кем я общался, и везде у них были больные, и которые в том числе не чувствовали запахов. То есть во всей тюрьме, во всех камерах был коронавирус. Был коронавирус также и в Жодино. Но он, возможно, вероятно всего, тянулся еще из Жодина. Потому что вот я сейчас на свободе, общаюсь с людьми из Жодина. Все, кто и в Могилеве, с кем я сидел, и с кем я общался, сейчас общаюсь из Жодина. Все, кто сделали анализ, у всех обнаружен ковид. А вот дополнительно, когда нас в Могилеве распределяли по камерам, на досмотре у нескольких людей были обнаружены вши. Это были люди, не приехавшие не из Жодина, а с окрестина. Вот, мне тут подсказывают, что этих людей увезли в больницу. Ну, я тут ничего не могу сказать, но был свидетелем прямо рядом со мной. И в нашем автозаке вот он ехал парень, у которого найдены были вши. Потом через несколько дней руководство тюрьмы вместе с врачами провело дополнительный осмотр всех заключенных на предмет вшей. Что там результаты нашли, не знаю, но в нашей камере ни у кого вшей не было. Хоть были люди, которые сидели в одной камере с тем парнем, свидетелем которого обнаружение вшей я был сам. Значит, мы вызывали, когда врачей, мы болели, вызываешь врача, ну, они там меряют температуру, давление, то есть определенные стандартные процедуры. Вот, но на температуру и на все это, ну, они никак особо не реагировали. То есть там два врача вообще как бы на таком юморке тоже, типа, о, 37,4, типа, отлично вообще. Типа там, вот, 38, класс. Типа вот у них такой между собой юмор, типа, ну, все, иди в камеру. Как бы они давали там парацетамол и отхаркивающие какие-то таблетки. Вот. Я когда спросил, когда меня врач досматривал, спрашивал про вкус и запахи, у меня был тогда вкус, запах, говорю, все в порядке, говорю, что вы делаете с людьми, кто не чувствует вкус, запахи? Он говорит, ну, говорит, здесь с этим вот так, как бы вот
Видно было, что, может быть, он и хотел бы, и знает, что как можно было бы делать, но либо полномочия, либо возможности его ограничены. То, что нам не давали маски, то, что нас, больных, со здоровыми не распределяли по разным камерам, местам, то, что в Жодино особенно по непонятным причинам из каждой камеры переводили людей, двигали по всему этажу, или там подселяли из одной камеры, где были больные люди, кого-нибудь переводили, потом в другую камеру. Вот по этим всем признакам, причинам многие делают вывод, что заключенных политических заражали ковидом специально. Вот, специально или нет, я не могу тут сказать ничего, но у меня у самого сейчас вкус и запах отсутствуют. Ближе к концу срока, в четверг, нам передали передачки. Вот. Какие-то теплые вещи, продукты, в основном это книги и даже настольные игры. Вот. Спасибо всем, кто этим занимается. Сразу могу сказать, что самое ценное, что вообще приходит с воли к заключенным, это письма. Во-первых, людей держат в огромном информационном вакууме. То есть мы не знали никакой информации о том, что здесь происходит. Там в Жодино у нас не было радио, не включалось, а в Могилеве было радио. И обо всем происходящем мы могли узнать только от Лукашенко. Вот. Причем он не рассказывает новости, а только как бы реагирует на что-то. То есть, например, вот о смерти Романа мы не смогли от него узнать, но узнали только о том, что вот в Минске создаются какие-то мемориалы, и я дал указание, чтобы вот все собрали, увезли на кладбище, где это и должно быть. То есть вот так вот по косвенным мы понимали, что что-то происходит, но новостей нету. Письма поэтому очень важны. Друзья, заключенным пишите письма. Это и очень приятно, и источник какой-то информации, и личной, и от семьи, и друзей, и о политической информации. То есть письма гораздо важнее еды. В Жодино письма не передавали нам, а в Могилеве с этим было все в порядке. Еще один источник информации – это адвокат. Люди, у кого были адвокаты, с ними встречались, и адвокаты вот в конце разрешили встречу одного из наших сокамерников, и он как бы смог передать какие-то новости. Вот. Значит, такое короткое, если еще можно, обобщение, то, что сама вся эта система, несмотря, вот я рассказывал там и про то, что это в различных формах пыток, как бы наверняка это по международному законодательству все расценивать, многие вещи можно расценить как пытки и грубое нарушение законодательства в отношении заключенных, но тем не менее, несмотря на все это, что не давали там матрасы, тебя ограничивают в передачах, в вещах каких-то самых элементарных. То есть в Жодино у нас не было зубных щеток, не было пасты, туалетную бумагу, мыло, надо было допроситься, тебе дают кусочек, который вы очень экономитесь, то есть вы не стираете там какие-то свои вещи, а думаете хотя бы вот умыться, помыть тело. Вот, дали кусочек мыла, который ты там 3 дня выпрашивал, тебе его дали, ты понимаешь, что вам тут на 16 человек этого мыла на полдня. Вот, и вы его только получили и думаете о том, как это решиться назвать на звонок, чтобы опять начать просить новое мыло.
Вот, а нажать на звонок, это значит, ну, что они там могут кричать, там, бить дубинками по этой двери, там, вот. Поэтому, вот, несмотря на весь этот режим, на заключение, я не вижу там очень маленькое количество людей. Из этих 70, с которыми я пересекался, может быть, 5 перестанут ходить. То есть люди не воспринимают это как эффективный способ борьбы с ними. То есть я бы сказал так, что возможно только если наоборот люди, побыв, отсидев и посмотрев на все это, еще больше убеждаются в том, что всю эту систему нужно менять. Вот. Второй вывод о том, что, который люди делают, это что надо бегать быстрее. То есть, и вот получается такой немножко парадокс, что с одной стороны люди становятся, мне кажется, после тюрьмы более решительными, многие, они становятся сторонниками более решительных действий. А с другой стороны, они хотят быстро бегать, то есть чтобы не попадаться. И вот это, мне кажется, сочетание этих двух факторов в будущем, в ближайшем уже приведет к тому, что, к такому, к партизанской форме борьбы, то есть чтобы ты старался и не попасться, но при этом как-то более решительно действовать. Это вот то, что я так наблюдал. Людей, которые жалеют о том, что они вышли, 1-2 человека, мне кажется, из 20. Вот. В основном, кстати, как это, мне, вот, по крайней мере, то, что мне встречалось, это студенты. Вот студенты, они очень болезненно воспринимают возможные отчисления и более тяжело переживают нахождение в тех условиях. Но основная масса людей очень быстро привыкает. Вот, или это вообще белорусская черта, конечно, тоже проявляется, что быстро привыкаешь к этим тюремным условиям. Хоть сотрудники стараются сделать все возможное, чтобы ты не привык. То есть они постоянно обманывают. То есть вот тебе не говорят, что ты поедешь в Жодино, в Могилев, тебя будут перевозить. Многих людей, это мы в камере получили информацию о том, что заранее, о том, что будут перевозить в Могилев. А в других камерах это не знали, и сотрудники это преподносили так, что, возможно, людей будут выпускать. И люди сами любят обманываться там, как я заметил. Вот. И я помню, стоим на коридоре, открывают одну камеру, людей выводят уже, чтобы в Могилев, и там все хлопают им, поздравляют, что думают, что они вот сейчас уедут отсюда, их освобождают, потому что переполнена тюрьма, наверное, там, и людей будут освобождать или переносить на потом наказание. Вот, все с ними прощаются, люди оставляют там, в той камере была передачка, были передачи у них, они оставляют все свои вещи, продукты оставшимся в камере, выходят на коридор, и вот только потом понимают, что через 5 минут они понимают, что их будут куда-то возить. То есть сотрудники и в Могилеве, в принципе, были похожие моменты, когда то есть мы сразу приехали, нам можно было даже лежать, мы получили матрасы, и день или 2 дня мы могли лежать даже в течение дня на матрасах. Вот, и потом тебе говорят, что на матрасах лежать нельзя, нужно их скрутить. Скрутить матрасы люди потом взяли, например, какую-то подушку или одеяло и сидели на этой наре. Сказали, потом уже сидеть на одеяле тоже нельзя. Потом уже сидеть вообще на кровати нельзя. Нужно только либо стоять, либо сидеть на лавке, на которой места мало для всех. И получается, что постоянно меняются условия, вот, и люди из-за этого в таком неведении все больше и больше должны, по мнению сотрудников, и
все эти непредсказуемые крики, или иногда наоборот, там 5 раз на тебя накричал там сотрудник, а потом взял, там принес тебе что-то там, да. То есть вот такое все, оно как бы должно человека выбивать из какого-то равновесия. Неизвестность же обычно пугает, но здесь люди очень быстро привыкли, и многие из задержанных, там, с которыми я сидел, уже по 3 раза проходили через это все. Один парень был, который 6 раз, уже мужчина, который уже 6 раз в этом году был на сутках. Вот, поэтому как бы этот инструмент, который власти сейчас используют, на мой взгляд, ну, не совсем эффективный, при этом он крайне перегружен, на мой взгляд. Ну, по крайней мере, то, что я там видел, вот они не справляются, именно поэтому они психуют. Скорее, эти сотрудники ИВС больше, особенно в Жодино, конечно, больше переживают, чем задержанные. Я помню, в Жодино главный по этажу, там майор был, я слышал его крик, когда он кричит: «Как же вы мне заебали, что, блядь, вы, что змагари?» Типа, да, вот. То есть там такая напряженная, в общем-то, психологическая атмосфера. Плюс и сами сотрудники все-таки везде разных взглядов. Можно такую зарисовку, когда там, ну, допустим, вот стоит шеренга людей лицом к стене, мы стоим, и 3 сотрудника принимают, осматривают вещи. Вот. Один говорит, обращается так, типа: покажите, пожалуйста, простынь, покажите, пожалуйста, полотенце, возьмите их, сложите в наволочку пронесите сюда, вот, постойте здесь. Второй вот так: простынь, наволочка, положил в пододеяльник, становись сюда, руки за спину, лицом к стене, вот так вот, да. А третий сотрудник, типа, взял наволочку, положил, куда ты сунешь, вот это разверни, покажи, да. То есть, ну, 3 сотрудника ведут себя очень по-разному по отношению к задержанным, и при этом всячески показывают. То есть вот есть нейтральное отношение, когда человек просто выполняет свою работу, и 2 других, вот, которых я сейчас в примере приводил, они, как мне показалось, проявляют, показывают свое отношение еще к заключенным, да, то есть что кто-то пытается показать, что он с уважением и поддерживает их, а кто-то, наоборот, хочет показать, что он их не уважает и не любит. Вот, вот это все, и при этом вот это все находится, эти люди находятся в одном пространстве, то есть они стоят рядом и друг друга слышат, и друг друга видят. Поэтому, ну, я предполагаю, что как бы и все они знают о своих взглядах и различиях со своих взглядах, в том числе политических. Просто, ну, с самого верха, видимо, создается такая вот система, при которой ты, каких бы ни был политических взглядов, все равно должен выполнять, ну, те приказы, которые поступают сверху. Ну, вот такое краткое, не совсем получилось, может быть, краткое впечатление о истории, как в последние недели содержатся заключенные политические в тюрьмах Беларуси. Спасибо еще раз всем друзьям и вообще людям, которые не безразличны к тому, что происходит в стране. Спасибо тем, кто помогает, кто борется. Особое уважение тем, кто проходит через все эти несправедливости, задержания, аресты, избиения, унижения, штрафы, но продолжает бороться.
Живе Беларусь. Ну и вот по скриптумам я уже после того, как снял видео, вспомнил еще некоторые моменты, ну и хотел что-то исправить. Я там говорил, когда про белорусскую мову, о том, что 3 человека якобы из 70, это ошибочно. Значит, разговаривать по-белорусски. 3 человека из 200, то есть, точнее, там, по-моему, 186, которые были в Могилеве. Вот, я, значит, только 3 человека там были белорусскомовных из 200. То есть, ну, статистика такая не очень утешительная. В нашей камере был белорусскомовный только Еник Лойко, знаменитый белорусский скульптор. Вот, и он постоянно, скажем, каждый день пытался заряжать людей на белорусскую мову. Не скажу, что это вот такое вызывало какой-то позитивный отклик, но вот мне даже вот сейчас, вспоминая это, немножко стыдно, что вот это видео я снял на русском языке, но уже как есть. Значит, что еще по статистике? По статистике возраст, я забыл сказать. Возраст людей средний, тоже, кстати, в 2 камерах. В одной камере очень точно, прям посчитали, во второй примерно, то есть, ну, примерно 35 лет. То есть 35 лет – это вот примерный возраст заключенных политических в ВВС в тот период. Значит, еще по курению, тоже статистику. Значит, курение. В Жодино курить было нельзя, в Жодино никто не курил, точнее, курить теоретически можно было, да, но практически не было огня, не было сигарет, вот, или в каких-то камерах были сигареты, не было зажигалки, где-то наоборот, ну, в некоторых камерах, кстати, курили, ну вот в тех 2, где я был, не курили, но из 16 человек только 3 курильщика. Вот, и они очень легко почему-то воздерживались. То есть они очень легко переживали то, что у них не было сигарет. А вот когда эти же люди переехали в Могилев, там уже было разрешено курить, вот, а им было уже очень сложно воздерживаться. То есть они говорили, что вот когда у тебя вообще нету сигареты, нету вариантов, как бы желание чуть-чуть приглушается. А вот когда у тебя уже есть возможность, то курить ты готов хоть каждые 5 минут. То есть когда разрешали курить, это было каждые 2 часа. Курили у нас тоже 3 человека из 18. Вот. А так некоторые из них периодически курили сразу по 3. То есть вот разрешили покурить, и они одну за одной, там, 3 сигареты сразу выкуривают, вот, и потом ждут следующего. Вот. Но все равно, то есть вот 3 человека из 18, из 16, из 20, это вот такое примерно количество курильщиков. Ну, это достаточно, ну, небольшое число. Вот. Ну и при этом ребята тоже понимают, что, блин, тут вся камера не курит, и поэтому они старались, ну, как-то себя сдерживать, курить реже, курить на прогулке, кстати, вот об этом тоже не сказал. В Жодино я был, значит, с понедельника по субботу, нас ни разу не вывели на прогулку и не водили мыться. А вот в Могилеве мы за неделю 4 раза ходили на прогулку и 1 раз мылись в душе. Вот. Еще могу интересную историю рассказать. Ну, не знаю, насколько это правда, но человек говорил, что вот он был в этой камере, то есть был свидетелем, он из нашей камеры, потом его к нам в камеру перевели. Вот он говорит, что ребята
когда их переводили из одной камеры в другую, поставили их, выставили возле камеры, и они стояли возле своих вещей. То есть один из ребят увидел свои вещи, и у него в вещах лежал телефон. Не у всех, кстати, собрали телефон в РОВД. Вот. Ну и вот он увидел свой телефон и взял его, пронес в камеру. Вот. То есть ребята там сделали фотографии, отправили какие-то сообщения своим знакомым, друзьям, родственникам, находясь в камере ИВС. И мне показалось, если, как я сейчас припоминаю, через пару дней после этого, как какая-то женщина, там, работник ИВС, кричала там на коридоре: вы что, охерели, типа телефон в камере? Вот такое мне показалось, слышал в подтверждение этих слов. Ну вот, если это было, то, ну, респект белорусским партизанам, скажем так. Ну, вот. И, возможно, кстати, тогда где-то в интернете всплывут когда-то эти фотографии. Это было бы очень здорово, потому что иногда кадры были, ну, такое хотелось сфотографировать. Вот то, что особенно в Жодино там было. Значит, и еще тогда уже на завершение еще немножко такого юморка от ОМОНа. Значит, у нас в камере в Жодино, в камерах там везде есть тараканы. Вот, ну и белорусы, когда там убивали таракана тапком, кричали «Живе Беларусь!». То есть, вот, то есть ты мог ночью проснуться от того, что там кто-то крикнул там «Живе Беларусь!», вот, то есть ты знаешь, что убили таракана. И до чего я был удивлен, когда один раз открывает дежурную дверь камеры, вот, и там по двери ползет таракан, и он такой берет кулаком этого таракана, значит, прихлопывает и говорит: о, замагаря кокнул. Вот, то есть, ну, такой у них тоже юморок. И такая же, кстати, еще история, по-моему, ребята в первой камере рассказывали, ну не суть. Когда их вели к автозаку во время задержания, люди вокруг там кричали «фашисты, фашисты», и вот эти ОМОНовцы ведут этого парня, и один из них к нему поворачивается и говорит: это на тебя так? Вот, то есть, скажем так, какой-то свой юмор у этих ребят тоже присутствует. Вот. Но то, что у нас в камерах проходило, то есть в одной камере это было... В каждой камере, кстати, своя атмосфера. Ну, где-то люди так аккуратно, интеллигентно общаются. Значит, где-то, вот я говорил, там очень много ругаются матами, как-то пытаются в центр привлекать свое внимание, точнее, быть в центре внимания. А в одной из камер просто постоянно травили анекдоты. То есть я услышал, наверное, там, ну, даже не несколько сотен анекдотов, то есть, может, там 5 сотен анекдотов. Ну вот, то есть просто люди постоянно смеялись, постоянно были на приколе. Вот. И, к слову, в Жодино замечаний по шуму какому-то нам не делали. Вот. Так что давайте подходить ко всем этим вопросам с хорошим настроением, не падать духом. Вот. Еще раз тогда прощаюсь с вами. Живи Беларусь!